Всем привет! Сегодня 30 декабря, 12 часов дня. Ну и смотрите, какая обстановка у нас. Погода минус 42. Здесь вот киоски с рыбкой. Вот цены примерно такие. Оленинка продается, вот, пожалуйста. Ряпушка. Чугунок, омуль, муксун, чир. В этом киоске. Там следующий есть киоск. Тут прямо в центре, где площадь Ленина, можно подкупить продукты фирменные, которые сделаны в Якутии. А здесь варенье, молочка различная, пирожки, масло. Вот жеребятина, пожалуйста, говядина, капуста, пельмени. Вот все в такую цену. Курочка. Так. А здесь у нас якутский хлебокомбинат. Здесь у них тут кулинарочка разная. О, даже скидка существует на тортики 22%. И разные изделия у них. Продукты. Сладкие продукты. Хлеб. Вот батон 59, а хлеб 44 рубля. Торт загадка. Конфеты, птичье молоко где-то вот должно быть здесь. Зефир. И вот какие-то фирменные новогодние печенюшки по 60 рублей. Пряники, да? По 60-40 рублей. Вот такой вот у них здесь ассортимент. Ну что, давайте прогуляемся. Смотрите, какой затор сумасшедший. Это нечто. Конечно. Сегодня вообще день такой. Получается, сутки осталось до Нового года. Сутки. И, конечно, все, кто что-то не купил, не доделал, вот сегодня они эти все дела пытаются осуществить. И, конечно, будут пробки, особенно вечером. Ну, а это тут афиша, что идет, какого числа. Пожалуйста, вот 3 января новогоднее эстрадно-цирковое представление будет. Вот, проходить. С 28 по 16 января, вот, пожалуйста, новогодняя цирковая сказка. Это в цирке, да? И вот 4 января вот это вот будет атмосфера. Соответственно. Так, ну что, дальше топаем. Как тут нам лучше переходить? Собачка. Бедненькая. Мерзнет. Так, ладно, нам надо стоять, ждать, когда будет для пешеходов зеленый свет. Ну что, тебя никто не забирает, да? Что ты так ходишь здесь? Ну что, пошли. А ты что, сидишь? Или тоже пошел? Тоже пошел. Ну, зачем сел-то? Пошли дальше. Прямо какой-то непонятный пес уселся прямо на дороге. Ух ты, а здесь смотрите, где дом правительства. Первый. Здесь интересная инсталляция со льда. Посмотрим сейчас. Вот здесь. Это якутский Дед Мороз и Снегурочка. Чисхан и Харчана. Вот они вот так вот стоят. Все изо льда. Ну и вот с этой стороны здесь. Смотрите. Это в следующем году, получается, в 2020 будет столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Столетие. Ну, сейчас это Республика Саха-Якутия. Так, ну что, давайте на площадь пойдем. Вот тут самые настоящие ковровые дорожки здесь. Так, ну
Никого нету, детишек здесь. Вот елка на площади Ленина, такая вот инсталляция, все с прошлого года у нас они стоят. Ну, сейчас, конечно, не так хорошо все видно. Ох, а тут смотрите, какая спуск, и вот, пожалуйста, вот туда вот вы укатываетесь на ледянках на своих или на картонке, если уж нету ледянки у вас. Так. Ну, вот эти буквы, цифры. Сейчас они в каждом городе, я смотрю, такие цифры везде ставят их, чтобы можно было сфоткаться вот таким вот образом. Ну, вот площадь Ленина 30 декабря. Так вот выглядит. Туманчик сегодня, как обычно, в Якутске. А температура где-то 44 градуса минус, соответственно. Чуть потеплело. Как бы было 48. Но сегодня чуть теплее. Градуса на 4. Стоим, ждем перехода. Ох, там они как гудят-то, страшное дело вообще. Ну вот, кому интересно посмотреть, как мы живем, якутяне, жители Якутска, в декабре месяце, вот, пожалуйста, вам кадры. Перекресток улицы. Это улица Амосова и улица Ярославского. Светофор с посекундным отсчетом. Ну и это вот универмаг. Сейчас это называется Якутск Плаза. Ну, здесь бутики, соответственно, ничего интересного. Одежда. А когда-то тут продавали все подряд. Все подряд. Ну, был универсальный магазин. Вот подобие того, как в Москве был ЦУМ. Центральный ЦУМ, допустим, или ГУМ. Они были общедоступны, и там продавали все подряд. Даже какие-то такие мелочи, которые для быта. Туда ходили простые граждане с обычным достатком. Ну, а сейчас, соответственно, в ЦУМ и ГУМ там ты не придешь со средней зарплатой. Поэтому прямо не в положенном месте переходит. Давайте смотреть на обстановку, как что. Здесь сколько людей, сколько транспорта. Наверное, вам интересно. Тут целый затор с машин. Машин тоже куча. Вот тут торговые дома. Соответственно, в этих торговых домах сейчас люди бегают, закупаются такими подарками. Вот там видно, женщина здоровый пакет какой-то еле-еле тащит на себе. А здесь вот такая вот арка. Смотрите. Она подсвечивается. То есть, если в вечернее, в темное время, утреннее или вечернее, тут довольно симпатично все это выглядит. Можно сфоткаться. Так, я что вижу? Новое отделение Сбербанка. Ух ты! Смотрите, они что сделали-то, а? Сбер. Вот так вот. Видали, да? Крутейший. Но он еще под этим, под пленкой, но уже включенный. И вывеска, значит, он заработал. Вот такого вот. Да, там свет горит. Он, кстати, здесь и был, этот офис Сбербанка. А это улица Ярославского. Вот рядом, вот здесь вот, если пройти здесь немного, там улица проспект Ленина. Соответственно, на нем тоже офис Сбербанка. Довольно приличный по объему.
Так. Машин тут тьма. Сейчас мы будем подходить к торговым центрам. Торговые центры. Их здесь аж 3 штуки сразу в одном месте. Большие здания. Вот там, наверное, творится нечто такое сегодня. Предпоследний день перед Новым годом. Ну а здесь, смотрите, остановка вот здесь вот. Тут у нас тоже вот такая площадка. Смотрите, сколько здесь машин. Это нечто, конечно. Конечно, все гудят они. И все, причем, работают, стоят в основном, да? То есть люди их не замораживают. Вот этот куда-то хочет поехать, не знает куда. Вот, все занято, все в машинах. Смотрите, сколько людей. Машин сколько, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Все забито, все забито. Так, вот тут вот еще находятся 3 торговых центра больших. Сейчас давайте туда пройдемся, глянем, сколько там. Вообще там возможно ли подъехать, потому что ну что-то невозможное, да, что-то невозможное. Все творится. Вот здесь вот у нас переходик есть. И я уже вижу, что там нечто. Ну а здесь вот улица Ярославского, а это улица Курашова, да? И смотрите, транспорты. Так, у нас 3 секунды осталось нам. О, пошли, переходим. Так, вежливо уступают здесь, конечно, нам все. А здесь вот эта улица Курашова. Тут затор уже. Там светофор и затор. Здесь машин. Здесь Саха-экспо-центр. Вот я вижу, у них там даже наверху елка такая. Вот здесь вот такое одно здание. И вот еще вот это вот одно такое хитрое. Здесь под низом его, смотрите, машины пытаются въехать и не могут въехать. А здесь что у нас? Вот это да. Вот это да. Люди все с пакетами что-то тащут. Уже купили. Подарки принято дарить. Вот и бегают все. Смотрите, там сколько людей туда заходит. Я уже заходил в ДНС. Там что-то невозможное творится. Это 12 часов дня. Там как на вокзале людей. Вот сколько. Смотрите. Ё-моё. Народу. Народ бежит. QR-коды отменили, соответственно, вход свободный, и люди свободно заходят, покупают. Так, а здесь площадка, вот тоже вся в машинах, вся заполнена. И причем под вечер еще будет больше транспорта. Представляете, да? Сейчас я вон туда заберусь, я оттуда сверху сниму. Вот она, площадка. Смотрите. Не проехать, не пройти. Все запружено машинами. Везде люди. Ну, туда я внутрь не буду заходить. Есть риск определенный. Сейчас как бы еще не прошли эти события всем известны. Поэтому просто вот снаружи я вам хожу, снимаю. Пожалуйста. Конец 2021 года. Денек остался. А тут машин сколько. Ого. Так, это вот здесь в центре торговая точка такая интенсивная. А что творится? Ну, я туда не поеду. Где рынок столичный? Там вообще, наверное, тоже
тоже столько же машин, тоже столько же людей. Там еще и елки продают. Вот он их, самый сенокос пошел, самый чес у продавцов. Вот люди идут в торговые центры. Ну и здесь у нас вот такая вот вывеска: «Я люблю Якутск». Вот она вся заиндивела, соответственно, вот, покрыла синим, а там еще подсветочка. Ну и она вечером довольно симпатично выглядит. Вот это любовь в виде острога. Вот так вот. Смотрите, какая замерзшая красота, да? Деревья все стоят окочуренные, вот под снегом, под инеем. Перекресток улицы Курашова и проспекта Ленина. Остановка кинотеатра Центрального. Кинотеатр Центральный называется. Вот здесь сколько автобусов курсируют. Но надо не забывать, что уже завтра они будут реже ходить. Да, значит, и 1 января, естественно, тоже, ну, я точно не знаю, да, но вот, по крайней мере, прошлые годы автобусы практически до обеда не ходили или ходили очень редко. Так что это надо учитывать. Будет большой спрос на такси, и цены, естественно, вырастут. Цены будут ого-го. Продают заморозку, вот, рыбу прямо на улице. А также здесь вот прямо на улице вот эти изделия из носки, варежки, шапочки и так далее. Ну давайте дальше пройдем с вами по проспекту Ленина. Вот здесь вот у нас магазины по продаже драгоценных разных вещей, подделок. Вот такая вот скульптурка здесь ледовая. Ну, вон, я смотрю, это на подарок купили, тащут впереди мягкую игрушку какую-то большую. Видать, жених своей подруге дарит. Здесь вот украсили, смотрите, как магазинчик вот так вот гирляндами обвесил. Ух, так, подходим с вами к площади Орджоникидзе. Так, вот здесь вот местечко, где ювелирные изделия. Ювелирный дом Керге. Вот там дальше у нас Apple Diamond. И вот смотрите, все в машинах здесь, все в машинах. О, там что-то открыли, какой-то магазин, встреча под названием «Подарки, посуда, товары для дома». Смотрите, и еще что хотелось вам показать. То есть, смотрите, люди приехали за бриллиантиками, золотишком. Представляете, да? Вот все в машинах, все запружено. Ярмарка шуб проходит. Смотрите, уже прошла. Так, и вот здесь, где Diamond, Туймада Diamond, да, у нас магазин, проходит акция до 70% скидка на изделия из бриллианта и золота. До 70%. Так, ладно, дальше побежали с вами. Надо спешить, а то у меня камера замерзнет. Вот она, площадь Орджоникидзе,
Когда-то здесь круговая была развязка, так называемый пятак. Останавливалась куча автобусов. Ну вот сейчас я переделывали вот таким образом. Так. Ну и мы идем с вами на переход. Здание ворпа. Здесь вот переход. Быстренько идем вперед. Интересно посмотреть. Вот они обычно делают тоже какие-то ледовые скульптуры, что у них тут как украшено. Ну, видим вот елочки таким вот образом, красная дорожка, все как положено. Да. И, к сожалению, кроме якорей ничего нету. А раньше делали они все-таки здесь какие-то ледовые инсталляции, скульптуры. Ну, не знаю, год неудачный, что ли, почему они не стали делать изо льда ничего, непонятно. Возле почтамта такие елочки симпатичные стоят. Вот раньше тоже они сделали изо льда какую-то композицию ледовую. А сейчас в этом году что-то нет совсем. Так, улица Дзержинского. Как всегда, здесь пробка. Как всегда. Переходим дорогу. Ну и вот мы оказываемся на площади Орджоникидзе. Ну, я вам поснимаю. Вот. Что, как тут выглядит. Елка. Вот. Это, соответственно, у нас горки. И ни одного человека здесь нету. Ну, дети сидят дома. На улице прохладно. Смотрят телевизор, играют там в компьютер, смартфоны. Обычно делом занимаются. Ну и вот эти вот наши ледовые фигуры здесь, которые я уже неоднократно снимал. Ну, еще разочек вам пройдусь, сниму их различные. Ну, сейчас они уже покрылись вот инеем, снегом. Вот, смотрите, какой дедуля. Ну и вот этот фонтан, который, когда стемнеет, зажигают. И очень-очень красиво он светит. Ну и вот мы подходим, собственно, к самой елочке. Такая вот елочка. Ну и здесь изо льда у нас якутский Дед Мороз и Снегурочка, да? Чисхан и Харчана. Вот такие вот они. Тоже уже и снежком их сделали еще 1 декабря. Ну, до 1 декабря сделали. И за это время они уже вот у нас вот такие вот стали подмерзшие. Вокруг елочки вот такая ледовый заборчик, да, по кругу идет. И так вот она украшена. Так, ну и что я хотел еще вам снять. Вот это вот произведение, тоже я его не снимал. Вот оно здесь, где эти колокольчики стерха стоят. Давайте глянем, что это такое. Так, это молодой человек, да? Он держит на руках птицу. И вот у него, значит, рисунок здесь такой вот интересный. Смотрите, у него, здесь он стоит, да? Вот так вот. Вот такая вот. Ну и вот там тоже ледовые фигуры. Для тех, кто не видел, я вот еще раз поснимаю.
Ну, кто быстренько так, ну, кто хочет более качественно посмотреть, смотрите предыдущее видео, где я тут их подробно снимал. О, все замерзли они у нас вот такие вот. Следующий год будет у нас столетие республики, и вот будет у нас юбилей города Якутска тоже. Тоже будет кругленькая дата. И будем отмечать все эти праздники. Ну вот здесь вот такие гирлянды с какими-то шариками, да? Смотрите, выполнены. И вот кто хочет какую-нибудь интересную фотографию сделать, вот сюда, когда уже стемнеет, приходите, смотрите, как тут симпатично. И потом вот это еще загорится, соответственно, ажурное оформление фонтана, и вообще будет шикардос. Вообще будет шикардос. Ну, в общем-то, и все. Вот что мне хотелось, такой краткий репортажик сделать про то, что у нас творится сегодня на улицах города. Предпоследний день 2021 года. Всех с наступающими праздниками, с Новым годом. Надеюсь, в новом году у нас все будет лучше. Всем здоровья, удачи, успехов. Всем пока. По скрипту, смотрите, 585, магазин золотой, скидочка 80%. Вот так вот. Так что приходите сюда за золотишком.